Министр экономического развития Республики Южная Осетия Сармат Котаев открыл мероприятие приветственным словом. Он поблагодарил российских коллег за визит в Южную Осетию, выразив уверенность в том, что бизнес-семинар станет платформой для укрепления взаимодействия между предпринимателями республики и Челябинской области. Думаю, что все сегодняшние и презентации, и тематические сессии, они будут именно направлены на то, чтобы была возможность скооперировать наших предпринимателей республики с предпринимателями Челябинской области в данном случае. В Министерстве экономики отметили, что особое внимание уделяется развитию программ льготного кредитования, а также вопросам защиты инвестиций. Очень надеюсь, что такой формат общения будет и дальше развиваться в республике. Так как перед республикой стоят очень масштабные, очень амбициозные задачи до 2030 года, то, наверное, это тот необходимый инструмент, тот необходимая площадка для работы и кооперации в Республике Южная Осетия. Помощник министра Агунда Газаева представила участникам обзорную презентацию экономического потенциала Южной Осетии. Она подчеркнула, что ключевыми направлениями развития экономики как в настоящем, так и в будущем являются сельское хозяйство, промышленность и туризм. Природно-климатические условия республики – это мощная база для развития агропромышленного комплекса и туризма. Наш земельный фонд с обширными землями сельскохозяйственного назначения обеспечивает возможности для развития животноводства и растениеводства. В прошлом году мы об этом уже говорили, повторим в этом, что недра республики богаты рудными и нерудными месторождениями. Среди них особое место занимает свинец, цинк, медь, а также строительные материалы – это базальт, мрамор и диабазы. Отдельно стоит отметить наличие по ущельям рек Большая Ляхва, Пац, Оксан и других большого количества источников родниковых и минеральных вод. Это открывает перспективы для развития промышленной переработки, а также санаторно-курортного туризма. Андрей Воробьев, ведущий специалист Челябинского филиала издательского дома «Комсомольская правда», приветствовал участников и рассказал о приоритетных направлениях визита в нашу республику. По его словам, налаживание взаимовыгодного сотрудничества в различных экономических областях является главным приоритетным направлением двух сторон. Все мои коллеги приехали для налаживания прямой производственной кооперации, прямых деловых контактов, дальнейшей плодотворной работы. У вас большой потенциал, я бы сказал, даже огромный, и поэтому будет очень хорошо, если кроме Челябинской области к вам будет приезжать и Ростовская область, и Краснодарский край, и центральная вся Россия, у которой тоже есть потенциал не хуже, чем у нас, и будет вам помогать в восстановлении родного края. Представители челябинской бизнес-сферы зачитали доклады о выпускаемой ими продукции и других направлениях в своей деятельности. Ринат Ахвадиев, генеральный директор ООО «Группа компаний Станкопром Групп», специализирующийся на оборудовании по переработке древесины, подробно рассказал о производимой продукции и ее преимуществах. Начиналось все с гаража, нас было трое, на самом деле у нас была сварка-болгарка, и мы сейчас от этого момента пришли за 5 лет к небольшому предприятию. Компания молодая, у нас миссия обеспечивать высокотехнологичным оборудованием для измельчения древесины всю Россию и ближайших партнеров. От крупных промышленных предприятий до частных фермеров, садоводов, помогая в их трудном ежедневном занятии. В состав делегации российских предпринимателей вошли представители сфер ЖКХ, туризма, строительства, дорог и производства специализированной транспортной техники. Участники презентовали информацию о компаниях и выразили заинтересованность в сотрудничестве с Южной Осетией. Анжела Кокоева, Гайда Кочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.